Армысыздар, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі баспасөз конференциясын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясы өзара бағалау және қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы тақырыбына арналады. Осы орайда студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық мониторинг субъектілерімен жұмыс жөніндегі департамент басшысы Ғабит Лесбеков, Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің кадр жұмысы департаментінің басшысы Адалиев Нұрлан Қайыржанұлы, қаржылық мониторинг департаментінің басшысы Ноғайбаев Мақсат Аманұлы. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Нұрлан Қайыржанұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Добрый день, уважаемые журналисты. В январе текущего года указом главы государства образовано агентство по финансовому мониторингу. Председателям агентства поставлены конкретные задачи по улучшению качественного отбора и повышению квалификации личного состава. Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан. В этой связи кадровым подразделениям проводятся тренинги и семинары по развитию компетенций сотрудников и внедрению новых технологий в деятельности служб органов по финансовому мониторингу. Тематика семинаров связана с развитием необходимых аналитических способностей, привитием навыков эффективной коммуникации, а также улучшением взаимодействия сотрудников с гражданами, в том числе внедрение современных методов расследований и проектного управления. С начала текущего года проведено порядка 40 тренингов и семинаров с охватом более 450 сотрудников. По улучшению качественного отбора хотелось бы остановиться на нашем проекте «Пул молодых специалистов АФМ». Целью проекта является усиление и обновление кадрового потенциала ФМРК через отбор наиболее образованных, талантливых и креативных молодых людей, желающих работать в правоохранительной системе и внести вклад в экономическую безопасность страны. Целевая аудитория – выпускники топовых вузов, победители олимпиад, международных конкурсов, обладатели дипломов с отличием. Мы понимаем, что красный диплом – это не главный показатель, поэтому мы также заинтересованы в креативной молодежи с активной жизненной позицией, обладающих набором профессиональных компетенций, таких как реактивность, способность нестандартно мыслить и навыки коммуникации. В традиционной системе отбора установлена процедура, когда кандидаты подают свои документы и предстают уже на собеседовании. Такой подход в полной мере не позволяет лучше знать потенциальных претендентов, поэтому мы с экспертной командой проработали вопрос о целесообразности внедрения этапа предварительного изучения морально-деловых качеств кандидатов. Результаты этого отбора будут просмотрены на собеседовании с участием руководства и заинтересованных служб агентства, где кандидатам будет дано направление на прохождение следующего этапа сдачи экзамена в Академии правоохранительных органов и дальнейшего обучения. Нами разработаны этапы процедуры. К примеру, в июне месяце текущего года на нашем официальном сайте мы разместили объявление о проведении конкурса по отбору в службу экономических расследований. На первом этапе в период с 15 июня по 30 июля текущего года потенциальные кандидаты могут пройти по ссылке, указанной на сайте, а также на страницах социальных сетей Instagram и Facebook и подать соответствующую заявку в электронном формате. На сегодняшний день подано свыше 150 заявок. Нами разработан график и начато проведение отбора в стенах АФМ. Данные приглашенных размещаются на страницах наших официальных сайтов и страницах социальных сетей. Сотрудники кадров оповещают персонально каждого кандидата о дате потенциального следующего этапа. С учетом проведения первой недели хотелось бы обратиться к нашим кандидатам о том, чтобы они нас также оповещали в случае, если не могут по уважительным причинам прибыть в установленный день. В Инстаграме АФМ уже проведены 3 эфира, где мы давали подробные разъяснения по интересующим вопросам, в том числе люди оставляя свои вопросы в комментарии, по которым мы в обязательном порядке даем обратную связь. В назначенный день кандидаты проходят тесты на определение интеллектуальных способностей и компетенций. Здесь мы можем оценить не только уровень его интеллекта, но и также потенциальные его склонности и компетенции к работе аналитиком, технарем, оперативным сотрудником, либо следователем. Далее мы подготовили этап написания эссе, который показывает умение кандидатов грамотно, лаконично и последовательно излагать свои мысли. И заключительный этап – это подготовка мотивационного видео продолжительностью не более 1,5 минуты. Претендентам предоставляется время на подготовку, после чего они должны ответить на ряд вопросов на камеру мобильного телефона. Это позволяет нам оценить умение кандидата креативно и нестандартно, а также кратко излагать свои мысли, в том числе показывать его навыки коммуникации. Всем кандидатам мы объясняем, что на данном этапе мы не проводим исключение кого-то из списков, потому что окончательное решение будет приниматься на собеседовании с участием руководства агентства и заинтересованных служб. Надеемся, что наш проект позволит отобрать абсолютно прозрачно наиболее талантливых кандидатов на службы, способных эффективно выполнять поставленные перед агентством задачи. Благодарю за внимание. Рахмет, келесі сөз тізгіні Мақсат Аманұлы өзіңізге беріледі. Мархабат.
Қайырлы күн, көрметті журналистер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржылық мониторинг бөлімшелерінің негізгі қызметі туралы қысқаша тоқталып өтсем. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы президенттің 2021 жылғы 28 қаңтардағы 501 жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі құрылды. Бекітілген ережеге сәйкес агенттік екі негізгі функцияны жүзеге асырады. Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржылық мониторинг, экономикалық және қаржылық қылмыстар және құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу. 2009 жылдан бастап 2021 жылдан ақпан айына дейін қаржылық мониторингті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржылық мониторинг комитеті жүзеге асырады. Қаржылық мониторингтің міндеттері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру және республикалық деректер базасын жүргізу. Шет мемлекеттердің құзыретті органдармен өзара іс-қимылды және ақпарат алмасуды жүзеге асыру. Халықаралық ұйымдарда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мүдделеріне өкілдік ету болып табылады. Ақшаны жалыстығыға қарсы күрес бойынша қаржылық шараларды әзірлейтін топ ФАТФ, қылмыстық ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру саласында әлемдік стандарттарды қалыптастырумен айналысатын үкіметаралық ұйым болып табылады және ұлттық жүйелердің аталған стандарттарға сәйкестігін бағалайды. Ұйымды 1989 жылы құрылған. 37 ел мен 2 халықаралық ұйым ФАТФ мүшелері болып табылады. Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира. В настоящее время в мире существует 9 региональных групп по типу ФАТФ. Первая — Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и прочие остальные рабочие группы. Казахстан наряду с 8 странами, такими как Индия, Беларусь, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, входит в состав ЕАГ. ЕАГ оказывает техническое содействие государствам региона, которое представляет собой комплекс мер, направленных на передачу опыта и лучших практик в области ПОД-ФТ с целью создания условий для интеграции национальных систем ПОД-ФТ государств-членов в мировую систему ПОД-ФТ. Казахстану в 2022 году предстоит пройти взаимную оценку соответствия требованиям международных стандартов ФАТФ в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. Как ранее было отмечено выше, все страны, входящие в группу ЕАГ, проходят взаимную оценку согласно графику. В 2017-2019 годах взаимную оценку прошли Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Беларусь. При этом наиболее успешными является опыт Российской Федерации и Республики Беларусь. Как видно из таблицы, Россия получила высокую оценку по всем 11 непосредственным результатам. Беларусь также успешно прошла оценку ЕАГ. Кыргызстан и Таджикистан по результатам проведенной взаимной оценки находятся на усиленном мониторинге.
Реттеуші органдар, мемлекеттік органдар, құқық қорғау және арнайы органдар, қаржылық мониторинг субъектілері мен олардың қоғамдық ұйымдары өзара бағалаудан қатысушылары болып табылады. Өз кезегінде агенттік өзара бағалауға дайындау жөніндегі үйлестіруші орган болып табылады. Жизненный цикл проведения взаимной оценки составит 18 месяцев, начиная с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Мероприятие поделено на 4 основных этапа. Первый этап – формирование ответов на вопросников ЕАГ. Государственные органы заполняют вопросники по техническому соответствию и эффективности. Агентство направляет на заполненные вопросы в секретариат ЕАГ. При получении от секретариата ЕАГ проектов отчетов государственные органы вносят соответствующие комментарии и разъяснения. Второй этап – интервьюирование. Одним из самых ключевых и важных этапов всего процесса взаимной оценки. Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ посетит города Нур-Султан и Алматы в течение марта и апреля месяца 2022 года и проведут интервью с представителями государственных органов, субъектов финансового мониторинга с целью оценки эффективности их деятельности по практической реализации законодательства, противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Третий этап – встреча лицом к лицу секретариата ЕАГ с государственными органами. Целью данной встречи является решение и урегулирование возникших ключевых вопросов, по которым не был достигнут консенсус при формировании отчета. Четвертый этап – защита отчета взаимной оценки. В ноябре 2022 года планируется защита Республикой Казахстан отчета о взаимной оценке на заседании ЕАГ. Для успешной защиты необходимо сформировать команду из числа подготовленных представителей государственных органов для подтверждающих аргументов о принимаемых эффективных мер по выполнению требований международных стандартов ФАТФ. Спасибо большое, презентация закончена. Рахмет, келесі сөз кезегі Ғабит Әбдімүтәліпұлы өзіңізге беріледі. Рахмет, құрметті журналист ханымдар мен мырзалар. Как было отмечено в докладе коллеги, национальной системе противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма Республики Казахстан предстоит пройти очередную взаимную оценку в следующем году. И одним из важных факторов результативности национальной системы по ФТ является эффективное взаимодействие всех ее участников. В частности, это правоохранительных и специальных государственных органов, регуляторов субъектов финансового мониторинга и самих субъектов финансового мониторинга, каковым в Казахстане в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма относятся банки, микрофинансовые организации, биржи, страховые организации и множество нефинансовых также организаций, такие как бухгалтеры, нотариусы, риэлторы, юридические лица, которые реализуют драгметаллы и так далее. В связи с чем Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан разработана и поэтапно реализуется концепция фронт-офис, которая предусматривает применение новых подходов по взаимодействию с участниками антиотмывочной системы. Основная задача данного проекта – обеспечить участников антиотмывочной системы элементами сервисного подхода по принципу одного окна. В целом концепция реализуется в следующих основных направлениях. Первое – это внедрение единой онлайн-платформы для всех участников системы под ФТ. Второе – методологическое обеспечение субъектов финансового мониторинга в рамках обратной связи типологиями, способами, рекомендациями и другой информацией. И третье – повышение кадрового потенциала комплаенс-служб субъектов финансового мониторинга. Отдельно хотел бы остановиться на основных особенностях данных направлений. Первое – внедрение единой онлайн-платформы для всех участников системы. Что она дает? Для всех участников под ФТ – это подразделения финансовой разведки, государственный орган регулятора, субъект финансового мониторинга, внедрен интерфейс «Личный кабинет», который включает функциональное разграничение по 3 направлениям. Первое, для субъекта финансового мониторинга, кроме того, что они могут здесь регистрироваться, заносить свои личные данные, также они могут использовать материалы информации, размещенные в личном кабинете, могут также использовать актуальные списки лиц, включенных в перечень по финансированию терроризма и по ФРАМу, также лиц, имеющих высокий риск. Они также могут через эту площадку направлять свои сообщения о подозрительных пороговых операциях в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, они могут направлять статистические отчеты и получать, в свою очередь, всю необходимую информацию от агентства финансового мониторинга. Государственные органы регуляторы, в свою очередь, могут получать аналитическую информацию через эту платформу, контролировать своих субъектов с тем, чтобы принять соответствующие решения для проверочных мероприятий и принятия превентивных мер для соблюдения их участниками, субъектами финансового мониторинга закона Республики Казахстан на противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма. В свою очередь, подразделение финансовой разведки через этот портал мы мониторим данные субъекта финансового мониторинга в части регистрации их вовлеченности, проводим анализ операций, разрабатываем рекомендации. По результатам мониторинга, анализа сообщений к субъектам применяем оценки уровня рисков. Также предусмотрено в рамках дистанционной платформы усиление контроля наиболее значимых рисков и внедрение форм контроля, позволяющих повышать уровень законопослушности без непосредственного взаимодействия с субъектами финансового мониторинга. В части методологического обеспечения частного сектора, то есть субъекта финансового мониторинга, проводится также большой комплекс работ. Первое – это системная работа Совета комплайнс. На еженедельной основе на этой площадке агентством финансового мониторинга проводятся разъяснительные мероприятия для субъекта финансового мониторинга. Второе – разрабатываются и доводятся до субъекта финансового мониторинга памятки по исполнению их обязательств закона Республики Казахстан противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма. Проводится большая аналитическая работа по унификации системы управления рисков государственных органов, таких как Комитет государственных доходов Министерства финансов, подразделение финразведки агентства финмониторинга и служба экономического расследования агентства финансового мониторинга. Данная работа проводится с целью оптимизации, повышения качества признаков подозрительности для направления качественных сообщений субъектам финансового мониторинга агентству финансового мониторинга. И в рамках проекта также предусмотрен единый онлайн-контакт-центр, который позволит частному сектору, то есть субъектам финансового мониторинга, своевременно принимать меры реагирования, такие как упрощенная процедура регистрации в системе, взаимодействие посредством социальных сетей, Telegram, Instagram и Facebook, обмен информацией в режиме 24/7 и оперативное решение вопросов, либо консультативно-правовая помощь для частного сектора. Также разработаны и внедрены системы оценки деятельности участника под ФТ. Оценка деятельности участника под ФТ, в частности, распределена на два направления. Это государственные органы регуляторы и субъекты финансового мониторинга. По государственным органам-регуляторам разработано 5 критериев. Это охват субъекта финансового мониторинга, вовлеченность, взаимодействие с субъектом финансового мониторинга, взаимодействие с агентством финансового мониторинга, также результаты оценки дистанционного мониторинга. В части оценки субъекта финансового мониторинга, к какому относятся банки, в частности, мы сегодня анализируем в первую очередь деятельность банков, потому что более 95% всех сообщений пороговых подозрительных поступает именно от банковских организаций. По ним предусмотрено 5 признаков. Это взаимодействие с ПФР, качество предоставляемых финансовой разведки при остановленных операциях, направление корректных сообщений, подлежащих финансовому мониторингу, и применение правил внутреннего контроля. Также взаимодействие с лицами из группы с высоким риском. Внедрение данной оценки стимулирует повысить эффективность работы государственных органов и субъектов финансового мониторинга, а также лучше понять уязвимости, риски противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в своих участках работы. В частности, внедрение оценки банков второго уровня с начала года мы уже замечаем достаточно положительные результаты, о которых я скажу в конце. Третье – это совершенствование процесса повышения компетенции сотрудников субъектов финансового мониторинга. С конца 2019 года мы разработали новые подходы об обучении, повышении квалификации, комплайнс-служб субъекта финансового мониторинга. Новый формат обучения она предполагает самостоятельное обучение, право выбора для субъекта финансового мониторинга. По итогам обучения все субъекты финансового мониторинга подтверждают полученные знания путем прохождения тестирования. Данный подход имеет следующие преимущества. Первое. Повышается законопослушность субъекта финансового мониторинга, повышается транспарентность прохождения тестирования, снижаются коррупционные факторы, и мы вводим единые стандарты оценки качества знаний всех субъектов финансового мониторинга. На сегодняшний день результаты внедрения новой платформы Front Office уже дают определенные положительные результаты. Во-первых, за первое полугодие только текущего года наблюдается посещаемость частным сектором площадки личного кабинета более чем 31 тысяч раз. Более чем 2 раза увеличилось количество применяемых частным сектором, то есть субъектом финансового мониторинга, мер
по отказу прекращению деловых отношений от недобросовестных клиентов. Более чем 4 раза увеличилось прохождение самообучения представителей частного сектора по вопросам отмывания дохода и финансирования терроризма. Улучшается качество направляемых сообщений о подозрительных операциях субъектами финансового мониторинга. Также многие субъекты финансового мониторинга сегодня пересматривают свои подходы по программам внутреннего контроля в сторону улучшения. И происходит снижение объемов операций банков второго уровня по обналичиванию средств лицам из группы риска только за первый квартал на 82%. Таким образом, полноценная реализация данной концепции позволит повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию дохода, финансирования терроризма и содействовать снижению теневой экономики. Вкратце все. Спасибо за внимание.